Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы сегодня по адресу Студенческая, 47 у сержанта Акимова. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ну, давай знакомиться. Как тебя зовут? Руслан. Руслан. Расскажи, Руслан, что с тобой произошло? Инсульт случился в ноябре месяце. Причину, как написали в больнице, из-за курения. Ну, я не алкоголь, короче, не пью. И не наркоман тоже. А вот, ну, так, в выписке написали, что курение. Ну, наверное, знают они, врачи все-таки. До инсульта вы, как это, чем занимаетесь? Работал. Так. До работы в армии служил по контракту. 9 лет практически. Где служили? Кем служили? В разных городах. Саратов, Екатеринбург, Чебаркуль, Челябинск. В основном мотострелковые войска везде. Разные должности тоже. Гранатометчик, минометчик, водитель, медицинские машины. Просто стрелок. Почему так? Не каждый себя посвящает вот именно армии, именно служению. Ну и когда еще срочную службу проходил, мне понравилось, в принципе, жить по уставу, ну, по закону. Ну, еще зарплата вроде нормально была. А у меня образование юридическое, а юристов же сейчас полны-полно. Пехотинец подразумевает собой большую физическую нагрузку. Ну да. То есть это перемещение, значит, с одной точки на другую, ну, то да. есть или сопровождать БТР, или БНП. Это нормально. К физической активности я привык, это для меня не трудно уж. Вот раньше бегал, вот сюда выходил на площадку, подтягивание, все делал до инсульта. Произошел инсульт, и вы сейчас дома. Как вы в чем-то ограничены? Как вот, Ну, дома, в принципе, ни в чем, кроме того, ну, кроме я искупаться не могу сходить, у меня ванная большая, залезть не могу. У меня одна рука рабочая, вторая не работает. Ну, чтобы зацепиться, ну, чтобы хоть как-то залезть туда. А в остальном не ограничен. Убираюсь и кушать готовлю, мусор выкидываю, все сам, в магазин сам хожу. А как вообще это произошло и как вы поняли, что это? Инсульт? Да. Инсульт случился. Ну, я с утра в 5 часов вышел покурить, захожу домой, мне в туалет захотелось. Хотел, ну, за ручку схватился и упал прям плашмя возле двери. А потом, ну, потом моя, в принципе, вина была. Я же 2 недели никому не сообщал об этом. Ну, скорую не звонил, ничего не делал. Я думал, просто у меня ушиб. У меня же полтела еще синее было, когда я упал. Ну, когда сознание пришел, у меня полтела синее было. Ну, я думал, просто, ну, синяк такой, не знаю, что, как объяснить. Ну, так и 2 недели провалялся дома. А потом уже до меня дошло что-то, ну, не нормализуется. Я же сейчас, ну, сейчас я так более-менее хожу, а до этого я просто ползал. То есть дома вы 2 недели находились и... Ну, не додумался. А вообще вы с кем-то общаетесь, кто-то звонит вам, с кем-то вы какой-то контакт? Ну, бывает, конечно. А как вот, получается, рядом никто не оказался даже, да? Ну, на тот момент нет. Так уж получилось. То вообще вы, получается, как одиночка, да? Живете? Интроверт, типа. Ага. Ну, не скажу, что интроверт. Я не люблю знакомиться уж прям. Мне много людей не надо для нормальной жизни. Пару человек хватает, у меня они есть. И это мне достаточно. Родители? Я детдомовский. У меня есть приемные, ну, были приемные родители. Вот так. Живут в Рыбной Слободе. Понятно. Ну, у них там свои дела. Но вы поддерживаете отношения? Ну, вот только буквально, ну, с месяца начали нормально общаться. А до этого лет 5 не общались просто. Так. То есть какие-то свои сложности были? Да, так сложилось. Понятно. Может быть, можно сказать, в душе некоторые обиды, что ли, на них была.
Ну, глубоко прямо в душе, не прямо явно я уж. А сейчас просто начали общаться нормально. Приемная мама первой написала, ну, я ответил, вроде нормально сложилось. Спросили, как дела у друг друга, и все. А так немножечко размышления о семье, о создании семьи, В принципе, это охота, как любому человеку, ну, наверное, любому мужчине. Ну, сейчас нет. Сейчас уж у меня по этой болезни как-то прям очень сильно не задумался. Ну, в принципе, может быть, если восстановлюсь, если не умру, если, ну, тогда и так далее и тому подобное, если. Не знаю. Ну, и познакомился, сейчас с девушкой общаемся. Но когда у мужчины есть какие-то планы, есть какие-то цели, и если еще есть какая-то обратная связь, то, ну, шансы есть. Насчет этого я не надеюсь, я просто хочу более-менее восстановиться хотя бы, чуть-чуть. Ну, Руслан, ты человек, который стоял на посту, который полз по земле, значит, который мерз. Да, значит, это много раз было. Значит, выполняя задание, да, который потел, когда бежал какую-то большую дистанцию с автоматом. То есть это тебе дает сегодня сил на совершение подвигов. Ты уже сделал подвиг, что ты остался жив, что ты встал на ноги, что ты как-то двигаешься, что ты... Ну, какие-то мысли, как мы говорим, шайтан васваса делает, да, что вот умру, может умру, как я буду даже. Это борьба, у тебя идет борьба сегодня. Твоя сильная сторона борется со слабой стороной. И когда в этой борьбе появляется какой-то человек, пускай даже из Воронежа, да, это еще прибавляет силы мотивации, чтобы идти вперед. То, что мы у тебя есть рядом, и понятно, что мы совсем тебя баловать не хотим. Это ясное дело, это мне... Ты сильный, да, и мы видим в тебе вот эту силу, что ты можешь. Ты, конечно, скромный парень, стеснительный. Да я же один, мне многого не надо. Но все равно, вот именно, что у тебя есть сила, у тебя есть энергия, да, которая еще нас тут заставляет задуматься вообще. Поэтому я уверен, что у тебя получится адаптироваться, реабилитироваться, да, то есть вот сейчас ты готовишься к чему, говоришь? Реабилитация 19 числа, возможно, будет. Но сначала 9 надо поехать анализы сдать, ну, всякие эти пройти еще. Это еще ставят, ну, на сердце прибор такой, с ним надо день проходить, потом обратно в больницу ехать. Ну, много там всяких анализов сдать. Хорошо. А потом уже решат на консилиуме, будет ли у меня реабилитация. Ну, вообще-то сказали 2 раза в год, ну, через каждые 3 месяца. У меня вот в апреле была. Вот, возможно, сейчас в конце 18 или 19 числа будет реабилитация. Ну, говоришь ты хорошо. Это сейчас, ну как, не очень уж хорошо. Замечайте, наверное, иногда. Ничего страшного. Это опять... Раньше намного лучше говорил. Сейчас у меня все равно язык иногда заплетается и слова забываю. Раньше намного лучше было. Хорошо, хорошо. Ну, когда инсульт случился, у меня с речью практически ничего не было. И в больницу нормально. И тут нормально был, и в больницу нормально приехал. С речью не было, это только вот рука и нога, и все. С этой левой стороны лица у меня ничего не было, слава богу. Хорошо. Ну ты когда с окошка-то на турник смотришь, какие чувства у тебя возникают? Это, конечно, охота. Тут же тоже с утра уходят люди. Ну, мужчины. Вот с этого дома, соседнего, 49-го получается. Мы и раньше выходили вдвоем. Ну, мы не так знакомы, просто выходили поподтягиваться тут. Или побегать вокруг. Ну, ладно. Мы обычно героев наших спрашиваем, да, и просим, чтобы они сделали какое-то напутствие или какие-то важные слова сказать для других, для тех, кто смотрит нас. Что бы ты сказал, Руслан? Вести здоровый образ жизни, наверное. Верить в себя, надеяться на лучшее. Как говорится, мужик сказал, мужик должен сделать. Ну, Руслан, мы благодарим тебя за искренность. Да? То есть ты молодец. Несмотря ни на что, ты выкарабкался
все-таки, да? К сожалению, никто рядом не оказался, ты остался сам собой. Да уж так Да? сложилось. Да, Ничего ну ты страшного. Ну ты как солдат, который очнулся в окопе, да, понял, что у него полтела не работает, и понял, что надо идти дальше. Вот ты в душе солдат, как ты сказал, мужиком надо оставаться, да, то есть это хорошее намерение. Но, понимаешь, дай возможность другим тоже ощутить себя мужчинами, понимаешь? Мужчина мужчине плечо подставляет, как солдат в бою, понимаешь? Поэтому ты один, ты молодец, ты идешь как это, да, этой дорогой, да, но другие тоже. Мы же знаем, что солдат он один не может быть. Это обязательно отряд, это обязательно взвод, это значит обязательно такая, значит, дружба. Поэтому дай возможность нам быть рядом, да, то есть сержант Ибрагимов готов быть рядом с тобой. Сержант Ибрагимов. Даже сержант. Да, сержантский состав пополняется. Ну ладно, давай, всего самого лучшего. Спасибо Давай, значит, огромное. Да, будем идти вместе, будем идти в строю, будем ближе друг к другу.